Я думаю, что вот эти одеяла их согреют и дадут понять, что весь мир сочувствует, и весь мир хочет помочь. Но все равно кто-то нужен есть. Сегодня было отправлено груз из сухофруктов, одеяло. Это где-то 240 одеял и плюс-минус 10 спальных мешков, карематы, подушки. Все, что приносили люди, то, что не было заявлено, оно осталось. Это консервы, мука, макароны, крупы, одежда. Но это пока вот лежит. Дело в том, что мы деньги не собирали. Это сейчас помогает оплатить посольство Украины эту доставку. И плюс еще спонсорские деньги, которые другой группой были собраны. Так. Много еще? Все, да? Сегодня мы приехали тоже, чтобы помочь. Эти одеяла просто так отправить нельзя. Их нужно еще запрессовать и отвезти на склад, найти логистику, проработать логистику из Варшавы в Украину. Вот. Сегодня забираем вот груз, который собрала Динара, для того, чтобы помочь его туда отправить. Для того, чтобы, надеемся, что наша помощь, она не останется незамеченной, она будет нужна именно, может быть, не совсем военным, не совсем теробороне, но мирным гражданам она точно нужна, потому что люди, оставшиеся просто на улице сейчас, я думаю, что вот эти одеяла их согреют и дадут понять, что весь мир сочувствует, и весь мир хочет помочь. Динара, знаете, что еще хотели мы? Какую акцию запустить, не успели просто. Детские рисунки. В какой-то момент я познакомилась с женщиной, у нее частный детский дом в Сосновке, зовут ее Наталья, детский дом «Явно». Она сказала мне, что они тоже на благотворительные средства отшили 50 шерстяных одеял и готовы их отдать. Вот. И тогда пришла идея пошить спальные мешки, и как оказалось, что в них тоже нуждаются. Вот. Мы заказали спальные мешки, неравнодушные люди дали денег, мы, на эту спонсорскую помощь отшили мешки, забрали одеяло. То есть мы, Наталья, решили помочь с отправкой, потому что это очень такой длительный и сложный процесс. Да, сухофрукты ко мне в машину, сразу коробка рассалпсалась. У меня в Украине живет мой родной брат. Живет там уже больше 20 лет. Он уже гражданин Украины. И живет он в Васильковском районе, это недалеко от Киева. И вот поговорив с ним, я ему рассказала про эти одеяла. Он говорит, да, было бы очень неплохо, потому что это как раз то, что нужно. Суммы выходят, честно говоря, значительные. Например, у нас есть в нашей группе, которую мы организовали, у нас оказалось, есть молодой человек, Урмат, у него есть грузовая машина. Он приехал, залил за свои деньги бензин, то есть это его помощь, да, его вклад. Приехал, все забрал, загрузил, сейчас он поедет на Дурдой, там есть пресс, это все запрессует и также на своей машине повезет на склад. Но нашлись спонсоры, которые сказали, за это не переживайте, поэтому мы сейчас в ноль вышли, мы все истратили, но мы уверены, что отправку нам оплатят. Но там тоже колоссальные суммы, там порядка, этот груз уйдет, наверное, будет 2-3 тысячи долларов будет стоить. Вообще в целом сейчас логистика нарушена с Украиной в связи с войной. Во-вторых, я думаю, еще играет роль то, что наше государство не открывает гуманитарный коридор для помощи. Если бы государство открыло гуманитарный коридор, было бы намного проще. То есть не нужно было бы уже тратить дополнительные деньги на отправку. Эти деньги можно было бы пустить на закупку необходимых тех же одеял или сухофруктов.
надеюсь, что все-таки из Кыргызстана гуманитарный поезд в Украину уйдет. Потому что это самое первое. Вот как определяется человечность? Человечность определяется милосердием. А как не помочь людям, которые сейчас находятся в тяжелейшей жизненной ситуации? Я не знаю. Каждый, кому противна эта война, он хочет показать, что мы с Украиной. И поэтому это важно. Мы против агрессии, мы против войны. И поэтому каждый человек, который принес не 1 килограмм помощи, он хотел показать людям в беде, что они не одни. Кто?